Evet, sayılı dostlar, sabah yayını devam ettim ve aslında bir şeyini hatırladım. Eski Yunan felsefecisi Sokrat bir kere aytkan edi. Nasıl olsa evleniniz, apayınız yaxşı olsa baxtlı olursunuz, apayınız yaramay olsa felsefeci olursunuz dep aytkan edi. Tamam, felsefe hakkında biz laf edeceğimiz musafirimizdен ve onu stüdyamızga davet ettik. Bizim stüdyamızda medeniyetşünaslıq namzeti, İçtimai Gumanitar Fenler Kafedrasının doçenti Vetana Veysova. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz stüdyamızga. Selam. Насылсınız? Sağ olun. День философии сегодня отмечается, и хотелось бы в первую очередь поздравить вас с профессиональным праздником. Да, вы все-таки тоже являетесь частью этой профессии, этой науки, и все-таки для чего создан этот день, День философии? Как возник этот праздник? Да, спасибо. Вопрос действительно очень интересный. Мы привыкли всегда говорить о том, что там праздники уходят своими корнями в глубокую древность и так далее. Но вот этот день философии, да, это международный день, он отмечаться стал совсем недавно, буквально с 2002 года. Ну, так скажем, официальный статус, да, утвердился в 2005 году. То есть сегодня у нас фактически юбилей. И, собственно говоря, инициатором этой позиции была вот такая организация, да, ЮНЕСКО, это при международной организации Объединенных Наций. И по вопросам, она занимается вопросами образования, науки и культуры. И, в общем-то, известен факт того, что с 2002, когда стали отмечать этот праздник, эту инициативу поддержали во многих странах, и официально уже в 2005 году министр культуры Королевства Марокко обратился вот с этим предложением, и его поддержали, и с тех пор каждый четверг ноября, третий четверг ноября ежегодно, да, отмечают вот этот день. День философии. Философия. Лилия сказала, что это такая наука. Насколько я помню, философия не входит в разряд наук. Мнения разнятся по этому поводу. Да, совершенно верно. Был момент, когда вот в некоторых источниках, да, в некоторых даже учебниках мы читали, что философия – это наука. Да? Но сегодня все-таки на современном этапе подход несколько более широкий, понимают, что это все-таки система знаний. О том, как устроен мир, да, об отношениях человека с этим миром. И на самом деле это очень важный момент. Вот тут как раз надо обратиться к самому началу, да, как все это происходило. Дело в том, что само слово «философия», да, означает «филос» — это любовь, а «софия» или София, да, это мудрость, то есть любовь к мудрствованию. И вот София, да, вторая часть, это стало, собственно говоря, ассоциироваться с женским именем, поскольку это во всех культурах практически имя встречается, София, Софие, да, и означает именно мудрствовать. То есть девушка обязательно должна быть мудрой. И все-таки, какое место занимает философия в жизни каждого человека на сегодняшний день? На самом деле очень важно, поскольку мы задумываемся над тем, какова цель нашей жизни, куда мы идем, да, какие наши цели. Дело в том, что философия, как я сказала, она вот была основой всех наук. Практически все науки зарождались в русле философии, потом выделились, да, в такие вот самостоятельные, фундаментальные науки. И при этом все равно философия остается основой этих наук, то есть методологией этих наук. И все, кто бы ни занимался в какой-то сфере, обращаются к философии. И даже в обычной жизни тоже. Да, то есть, опять же, даже вот в повседневной жизни мы по каким-то принципам все сортируем, анализируем. Да, это тоже вот философия, это философский склад ума, да, человека.
И поэтому, в общем-то, этот день и был учрежден с той целью, чтобы обратить внимание всей общественности на то, что философия очень важна в жизни каждого человека, что философию необходимо преподавать во всех учебных заведениях, да, то есть это должно популяризироваться. И в этот день традиционно проводят различные лекции, конференции научные, и в этом принимают участие, вот как вы правильно сказали, не только философы непосредственно, кто занимается философией, а в этот процесс задействованы все, кто занимается наукой. Это и ученые, преподаватели, учителя, и студенчество, да, то есть самая прогрессивная часть общества. То есть вот такие вот моменты достаточно очень интересные. И в современной жизни, естественно, играет большую роль философия. Почему? Потому что человек осваивает какую-то профессию, да? То есть для него очень важно получить профессию, чтобы самореализоваться как-то. И в этом плане ему важно получить хорошее образование. И желательно, чтобы это все-таки было высшее образование. Почему? Потому что если мы говорим о среднеспециальном, да, то есть они какие-то узконаправленные, и они направлены на то, чтобы развить в человеке какие-то умения, навыки, да, определенные. А университет, он дает более универсальное образование. Он расширяет кругозор человека, да, влияет на его мировоззрение и показывает ему пути достижения каких-то целей. И вот сегодня для каждого молодого человека очень важно получить вот это хорошее базовое образование, причем сейчас уже не важно в каком направлении, важно его получить, да, а потом уже более осознанно можно делать выбор и переквалифицироваться уже в то, что вы понимаете, что вам ближе, да, то есть осваивать это уже более, так скажем, ну, определенно, точечно, так скажем. Тем более, что сегодня все, знаете, на стыке идет, все такое вот интегративное, мы всегда куда-то интегрируем, и на нас что-то оказывает большое влияние, да, то есть это достаточно серьезный момент, и поэтому вот высшее образование, университетское образование в этом плане очень важное. Почему-то все считают, что вот там поступил куда-то на каком-то этапе, говорит, это не мое, я не хочу. Это неправильный совсем подход. Для того, чтобы вот это все понять, да, надо до конца пройти все эти ступени. И вполне возможно, что вам по-другому откроется эта профессия. Вы увидите какие-то новые выходы, да, в какие-то другие направления. И тогда, получив там степень бакалавра, уже в магистратуру поступать более осознанно. И более того, мы сегодня сталкиваемся вот с той ситуацией, что современный человек постоянно в процессе обучения. Да, и мы тоже сами тоже постоянно чему-то учимся. В поиске себя постоянно. Безусловно, да, совершенствование, потому что темпы жизни очень быстрые, все очень быстро меняется, и нужно этому соответствовать, потому что если ты не будешь успевать реагировать на все изменения, которые происходят в мире, то просто останешься где-то так вот невостребованным, а надо себя реализовать. То есть доучиться до конца в университете, пройти бакалавриат и магистратуру нужно прежде всего, чтобы быть подготовленным к жизни, чтобы выйти вот во враждебно настроенную окружающую среду и быть готовым. Ну, наверное, не настраивать себя на то, что все враждебное, да, а это как раз и раскроет вам много вариантов того, что все многообразно, да, и мир прекрасен в своем многообразии, и как раз вот это университетское образование нам даст возможность реагировать на все эти процессы, и вот как раз День философии, да, для чего вот на это акцентирует внимание, что это как раз поиск вот выхода из каких-то трудных ситуаций, из кризисных ситуаций, в которых сегодня современный человек оказывается очень часто, да, и перед лицом вот глобализации, глобализационных таких сложных процессов, чтобы их понять. Да, философ обращается всегда к истокам. Для того, чтобы разобраться, что сегодня происходит, надо понимать, что является первопричиной, с чего все началось, и тогда будет понятно, как реагировать, что делать. И вот университетское образование, на мой взгляд, оно дает именно такую возможность.
понятно, что вот я даже в аудитории всегда на это акцентирую внимание, что то, что я говорю сегодня, да, оно завтра, может быть, не будет таким актуальным. Появятся новые концепции, новые теории. В конце концов, может обнаружить какие-то новые артефакты. Это нормально. Ну, вы тогда скажете, зачем тогда учить, да, то, что потеряет свою актуальность? Нет. На самом деле это не совсем так. То есть это у нас будет выстраиваться какая-то система. Мы будем понимать то, как вот все выстроено, и новое, то, что будет появляться, мы будем как-то вот находить ему место вот в этой всей сложной системе. В высших учебных заведениях студенты практически всех направлений изучают философию. Это опять-таки доказывает причастность каждого человека к этой системе знаний. Да, безусловно, вы правы. И это действительно очень правильно. Ну, мне кажется, правда, что философию вот стали, видимо, в какой-то момент забывать, поэтому и вот в ЮНЕСКО было принято это решение вот, учредить этот день, да, международный день, чтобы люди обратили внимание на это. Ведь само образование, высшее образование стало возможно тоже благодаря философии. Первые университеты, они были теологическими, философскими, да, и сегодня, в общем-то, мы говорим о том, что получить высшее образование без философии практически невозможно. Расскажите, как проходят занятия по этой дисциплине? Охотно ли студенты подключаются к философствованию? Вы знаете, по-разному. На первых этапах, ну, как-то вот скептически, да, у нас сложился такой своего рода стереотип, что философы это вот какие-то... Древние греки. Ну, не только древние греки, понятно, что перед ними Аль-Фараби. стоит современный человек, но какой-то вот там... в Своеобразный. другом измерении, да, вот он как-то сильно отличается. Да, он отличается своим мировоззрением, широтой своего мировоззрения, да, это человек, который обладает очень глубокими знаниями в самых различных сферах. Почему? Потому что он заходит в самые разные аудитории, где готовятся специалисты по разным направлениям. И ему очень важно в этот момент актуализировать то, что вот важно именно для этой специальности. И это большой багаж знаний в области социологии, и политологии, и культуры, и истории вообще в целом. И, конечно, это непросто на самом деле. И поначалу, да, несколько скептическое такое восприятие, а потом, ну, мне кажется, во всяком случае, вот по группам, с которыми я работаю, что, да, становится интересно. Особенно то, что касается истории философии, да, то есть вот то, как это менялось. И самое интересное, когда вот затрагиваешь мировоззренческие такие позиции и показываешь, как вот это вот все взаимосвязано, да, какие там события происходили, которые повлияли на мировоззрение людей. И что потом они, в общем-то, стали инициировать какие-то, принимать решения, действия в поисках выхода, да, вот из всех этих сложностей каких-то. Проблемы, на самом деле, перед человечеством всегда были, и причем эти проблемы фактически одинаковые. Да, вот поиск, выход из этой ситуации несколько отличается, и невольно они сами начинают тоже задумываться над этим всем, и проводить параллели, да, то есть какие-то искать вот в современной жизни ситуации, которые уже очень напоминают то, что вот было. И да, сравнивают, и я думаю, что это довольно-таки интересно. И даже, как кажется, труды философов очень сложные, кому-то кажется, на самом деле. Да, они сложные, потому что нужно понимать, нужно вникнуть в суть этого вопроса. И, собственно говоря, это действительно очень интересно. Они вникают, когда и понимают, что вопросы, которые там поднимаются, они актуальны сегодня. И ощущение такое, что это писали сегодня, сейчас про нас, а не когда-то там несколько столетий назад.
То есть философия, она не из древности, да, это не только Сократ и другие философы, но и сегодняшний день и темы, которые будут, как вы сказали, актуальны всегда. Да. Чох Саховна, что посетили нас сегодня. Да, философия – это такая тема, на которую можно беседовать часами, наверное, и даже не часами, а сутками, но, к сожалению, наше время ограничено. Что вы пожелаете своим коллегам и всем тем зрителям, которые смотрят нас сейчас? Ну, конечно, продолжать работать над собой, совершенствоваться, да. Тем, кто еще в поисках каких-то направлений, я хочу сказать, что прежде всего учитесь, не бойтесь, поступайте в университет, и в наш университет конкретно, да. В общем-то, это действительно всегда интересно, по-новому открывать все для себя и новые направления какие-то искать, поскольку университет — это какая-то особая такая вот атмосфера, это жизнь очень яркая, насыщенная, которая, в общем-то, запомнится, конечно, навсегда, и я думаю, что будет таким, в общем-то, толчком для каких-то новых свершений, для достижения каких-то серьезных, маленьких, но подвигов жизненных, а может быть каких-то очень серьезных, чтобы принести какую-то пользу, потому что каждое поколение должно вносить какой-то свой вклад в развитие культуры своего народа. Чох Саховна, келгеніңіз үшін хайырлы күндер. Чох сау. İşte böyle sayılı dostlar, sübeytimiz sonuna geldi. Ama da biraz vaktimiz var. Nefbeteki rubrika yayınımızın devam etti.